Мамисон. Удивительный уголок на карте не только Северной Осетии, но и всего юга России. Ущелье протянулось на 25 километров с запада на восток. Основная река – Мамисон-Дон. Долина ее находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Многочисленные ледники веками трудились над созданием этого сказочного уголка природы. Считается, что название перевала произошло от осетинского «мамышон» – «не вспоминать». Это говорит о том, что жизнь наиболее тяжелой была в горах Северной Осетии, а именно в Мамисоне. Все добывалось буквально неимоверным трудом от восхода до заката, а кое-какие работы в домашних условиях и ночью. Каждую весну от рассвета до заката мамисонцы, именно так называли жители ущелья в народе, освобождали землю от камней, чтобы посеять зерно. Но своего хлеба горцам не хватало и на полгода. Спасало от голода только животноводство. Сыр, масло, шкуры, шерсть, бурки – все это им приходилось обменивать на пшеницу. Едва ли какой-нибудь другой народ мог выжить в суровых условиях гор. Вот я только одну цифру скажу. В результате революции, гражданской войны и первых лет советской власти обеспеченность землей всех горцев Северного Кавказа выглядела так. Кабардинцы – 5 десятин на душу населения. Чеченцы – от 3 до 4 десятин на душу населения. Ингуши – 2 с небольшим. У осетин приходило 0,77 десятин. И если бы любой другой народ был вот в таком безземельном состоянии, они бы взорвали весь Кавказ. А осетины молча и долго выдерживали то, что они считали, это им было самим Богом якобы предопределено. На левом берегу реки Мамисон-Дон на возвышенности находятся старинные селения. Каждое из них – музей под открытым небом. Силуэты боевых башен и культовых сооружений оживляют панораму. Они доминируют над местностью и венчают возвышенности. Башни – немые свидетели бурной жизни осетинского народа. Они возводились отдельными семьями, фамилиями или родами для обороны жилья и служили в качестве сторожевых пунктов. Значение боевой башни настолько велико, что один из первых осетинских профессоров, Коки, употребил такую фразу: «Из целого аула не построишь одну башню, а из одной разрушенной башни можно построить целый аул». Это говорит о том, что стены любой сакли и так далее можно строить из любого камня. А вот стены башни так тщательно строились и так тщательно подбирали камень, что каждый угловой камень до уровня 2-го этажа стоил барана. 1 камень, 1 баран. Кровавое средневековье побуждало строить горцев боевые башни. Они возводились с таким расчетом, чтобы входной проем был как можно выше от земли. Такие крепости и спасали в опасные минуты, когда нападал враг. Представьте средневековую войну. Самое страшное оружие – это крымское ружье. С этим ружьем, с этой башней ничего сделать нельзя. Крымская винтовка. Кремниевое гладкоствольное ружье образца 1828 года, заряжавшееся с дула. А для того, чтобы проникнуть в башню, надо каким-то образом что-то притащить сюда, подставить
и стоя непрочно на лестнице, на бревне или на руках кого-то, пытаться пробить дубовую дверь, которая изнутри закрывалась засовом вот такого сечения. И можно с утра до вечера колотить и ничего не сделать. В селении Сгил, недалеко от башни Чельдиевых, находится тайник. Глубина его достигает более 2 метров. По своему строению он круглой формы. Внутри стены тайника обложены камнем. Даже трудно предположить, сколько лет этому сооружению. В 1963 году, когда Теймураз Петрович впервые приехал в Мамисон исследовать местность, на его вопрос, для чего существует это углубление в земле, жители, с улыбкой переглядываясь, отвечали: «Для хранения овощей». Подобный ответ тогда смутил историка. Скорее всего, этот каменный мешок для содержания пленников в ожидании выкупа за них. И есть предположение, что этими пленниками могли быть кочевники, которые шли по Великому Шелковому пути. В каменный мешок спускали тех, кто не хотел оплачивать проход через селение к перевалу. Кстати, подобные каменные мешки также можно встретить в Средней Азии и на юге Италии, в древнем римском городе Помпеи. На правом берегу Мамисон-Дона, среди заброшенных полей, находится кладбище, которое является уникальным этнографическим памятником культуры осетинского народа. Мингиры – простейшие грубо обработанные дикие камни, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные. Форма, как правило, неровная, часто сужающаяся кверху. Кладбище это своеобразно тем, что здесь, кроме мингиров и тщательно вырезанных из травертиновых натеков крестов, есть еще и склеп, единственный во всем ущелье. Вокруг могилы стоят каменные ограды, сверху покатая кровля, над которой установлен металлический крест. И все это только на одном погребальном сооружении. Кому принадлежит данная могила, неизвестно. Никаких фрагментов погребальной надписи мы не обнаружили. Несмотря на время, которое не пощадило большинство старинных построек, архитектурный ансамбль Лисри, как и раньше, рисует облик традиционного горного селения. Кажется, что попадаешь в миниатюрный европейский городок с такими же узкими улочками. Впрочем, когда-то Лисри в народе так и называли – городом-лабиринтом. Лисри до массового переселения имела в пику своей славы 14 башен. И притом они так компактно были выстроены, прямо стена к стене, что по улицам едва ли вот одна средняя улица более-менее, а во всех этих кварталах просто негде было даже разойтись. Вот мы сейчас, когда спускались, пытались, где пройти, как пройти, туда пройти, это почти лабиринт. Высокие родовые башни Дарчиевых возвышаются над остальными жилыми и хозяйственными постройками. Сразу становится понятным, здесь жили настоящие ценители башенной культуры. Основателей Лисри Дарчиевых можно охарактеризовать как раз осетинской поговоркой, которая подчеркивает высшую степень мастерства строителя башен. Хороший строитель башни, прежде чем очередной камень поставить в стену, обычно поворачивал этот камень до 100 раз. И когда он находил лицо камня, вот этим лицом камень клался в стену, и чтобы камень лицом смотрел наружу. И вот эта башня
с оригинальными архитектурными декоративными украшениями. Вот этот дом, жилой дом, 4 этажа. Это вообще уникально в горной полосе. Притом обратите внимание на тщательность кладки без раствора. Вот из силикатного кирпича вот такое выстроить невозможно. Они взяли и из необработанного камня выстраивали 4-этажные жилые дома. Их ганахом назвать нельзя хотя бы потому, что у них нет бойниц и у них нет арочных входных проемов на высоте 3-го или 2-го этажа. Это действительно жилые дома. Но кроме как здесь, в горах такие дома нигде не встречаются. Вот у этой большой Дарчивской тоже башни машикули до сих пор не могут расшифровать. То есть боевой балкончик для стрельбы один точно над другим. И каждый, который разбирается в конструкциях башни, спрашивает: а как же с верхней башни могли стрелять, если нижняя заслоняет? То искусство, которого достигли строители, живущие в Листре, они просто неподражаемы. Башни возводились с неукротимой энергией, с несокрушимой верой в мощь и неприступность родовой крепости. Поэтому к строительству фамильных башен они подходили очень скрупулезно. В те далекие времена в каждый камень вкладывалась мысль, чтобы сегодня камни могли поведать свою историю. Дарчив, который заказывал вот эту башню, всем окрестным жителям дал такую просьбу: где только есть хорошие, большие, прочные камни, пожалуйста, привозите на место строительства, и всех буду вознаграждать. И вот один житель, прямо известно, что он был из Жгила, привез вот этот камень, который на 7-м этаже поставлен на всю ширину стены, таких размеров камень. И на этом камне нарисована змея. А поскольку змея у многих народов Кавказа является священным животным, то, наверное, в этом рисунке тоже был какой-то древний закодированный смысл, который мы сегодня расшифровать не можем. Скорее всего, камень с изображением змеи служил фамильным талисманом, который приносил в дом счастье и ограждал от бед. Бег времени неумолим. В когда-то многолюдном Мамисоне сегодня всего несколько жилых домов. И только старинная церковь и зиккуратное святилище напоминают нам о том, что здесь когда-то возносили молитвы единому Богу. Мы подходим к единственному зиккурату во всем Северном Кавказе. Это святилище по-стински называется Мидгауэдзвар, то есть патрон селения. Зиккурат – многоступенчатое культовое сооружение. В переводе с вавилонского означает «вершина», в том числе «вершина горы». Святое место сложено из необработанных камней, без раствора и не имеет внутреннего пространства.
Сегодня памятник такого рода – редкость на территории Северной Осетии. Зиккурат единственный на Кавказе, именно здесь и имеет смысл ступенчатого культового архитектурного сооружения. В данном случае мы имеем 3 ступени. Вот она первая. Она была полукруглой по рельефу местности. Вторая ступень четырехугольной. И третья завершающая с местом, где оставляли мышайнак, приношение, венчала. Осетины всегда молились в любую погоду под открытым небом. В солнечный день просили Всевышнего иметь возможность продолжать творить благие дела, а в дождь благодарили Бога за ниспосланное с небес очищение. Из монографии Славы Джанаева «Три слезы Бога». Интерес к Калаке, как горному аулу, с его историческими памятниками заключается в том, что в этом селе самое интересное и оригинальное святилище горной полосы в Северной Осетии. Святилище Дзле-Шедзуар переводится с осетинского как «победный крест». Датируется оно XIII-XIV веками. Сегодня от него сохранились лишь остатки некогда могущественных стен. Интересно оно тем, что здесь до недавнего времени хранились 6 огромных каменных плит, на которых были тайные надписи. Подозреваем, что это древние грузинские надписи, потому что лично со мной вел переговоры член Кора Академии наук Грузии профессор Алексей Иванович Робакидзе. И он сказал, любую цену за одну из этих плит, где наибольший текст был. Из 6 плит, к сожалению, только 3 сохранились до наших дней. 2 из них находятся рядом со святилищем Дзле-Шедзуар. Они вкопаны глубоко в землю, поэтому никаких надписей мы увидеть не смогли. Одна плита сегодня хранится в музее Североосетинского государственного университета. Текст на ней был разгадан учеными. Надпись на плите гласит: «Слава, слава победоносного креста! Святой Георгий, помилуй! Победоносный крест Георгия, сей я помилуй!» Долгое время святилище Дзле-Шедзуар украшали небольшие зооморфные скульптуры. Я лично застал там изображение быка, барана и даже женский торс, как будто она держала за узду коня, голова коня. Сейчас об этом можно только вспоминать с сожалением, ностальгировать. Сейчас святилище Дзле-Шедзуар заброшено. Сюда никто не приезжает. Как говорится, заросла народная тропа даже для фамилий, которые некогда населяли это место. В результате бывшее когда-то главным святилище утратило свою энергию и силу. Сегодня Дзле-Шедзуар является объектом культурного наследия регионального значения. Есть в Мамисоне еще одно святое место, которое овеяно легендами – в селении Сатат. Здесь привлекает внимание святилище Святого Георгия, расположенное посреди захоронений. Ну, как и по легенде, как говорят, вот рассказывали старики, почему это сделали святое место. Раньше кровники, которые не могли отомстить за себя, ну, они выкапывали ночью покойника и сбрасывали во враг. Это продолжалось много
времени, и даже караулили, говорят, не могли ничего сделать. И вот тогда они обратились в Кабарде, ну там, знахарю, ну, старушке, говорят, и посоветовала, что сделайте на кладбище вот святое место. И действительно, говорят, после этого прекратилось. Была полностью перекрыта крыша деревянная была. Но в 20-е годы войска, когда переходили 11-я армия в феврале месяце для подавления грузинских меньшевиков под командой Сергея Мироновича Кирова, вот холодно же было, снег по 2 метра, а то на перевале по 4 метра здесь выпадает снег, это неудивительно. И они разобрали вот это все, святое место, и пустили на дрова. Оглядываясь вокруг и прикасаясь к истории наших предков, по-настоящему чувствуешь связь времен. Тут прошлое, настоящее и будущее продолжают свой нескончаемый круговорот. И чем неразрывнее будет связь между этими временами и крепче память, тем сильнее будем мы.